Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы находимся с вами в Министерстве культуры для того, чтобы провести круглый стол с сотрудниками Департамента по охране историко-культурного наследия. И это будет открытый разговор именно с теми людьми, в компетенцию которых входит курирование памятников архитектуры и различных других объектов. Я хотела бы, чтобы это была открытая беседа о тех проблемах, с которыми вы сталкиваетесь в своей ежедневной работе, о том, что уже сделано, и о том, что планируется сделать. Прежде всего, Шандор, вопрос к вам, как к начальнику этого департамента, отдела, его можно называть по-разному. Прежде всего, хотелось бы, чтобы вы рассказали об основных направлениях деятельности вашего департамента вкратце. Ну, я тоже хочу отметить, что вопрос сохранения историко-культурного наследия, он стоит в приоритетных местах в разных передовых государствах и является основным, потому что вот историко-культурное наследие является основой, стержнем, можно сказать, культуры. Без него не было бы самой культуры тоже. И основная задача нашего отдела – это сохранение, бережное его выявление, сохранение, передача следующим поколениям. И для этого мы руководствуемся разными законодательными актами, законом, прежде всего, об историко-культурном наследии. И в рамках этого закона работаем в разных направлениях, можно так сказать, потому что у нас есть разного профиля сотрудники, это как археологи, архитекторы-ландшафтники и другие специалисты, искусствоведы, которые, как я считаю, работают очень усердно, потому что наша работа является очень сложной, несмотря на то, что она на первый взгляд может казаться такой интересной, хотя имеет очень много сложностей. Это прежде всего связано с большим количеством объектов культурного наследия, которые мы имеем здесь на территории Республики Абхазия. Это начиная от древних палеолитических стоянок, могильников, археологических, можно сказать, объектов, а также и архитектурных объектов. Это архитектурные строения, ансамбли, парки. Все это является нашим наследием материальным. А также у нас есть нематериальное наследие тоже. Вот хочу сказать, что по нематериальному наследию у нас пока еще нет такой поставленной работы по сохранению, например, скажем, фольклора, языка и так далее. Мы пока больше делаем акцент на материальном наследии. А теперь хотелось бы поточнее узнать, каковы обязанности госоргана по охране памятников, и как вам кажется, наделены ли вы достаточной компетенцией, чтобы полноценно осуществлять курирование, защиту и охрану этих объектов? Вот что бы вы могли по этому поводу сказать? Начну с того, что не все имеют полное представление о работе и обязанностях нашего органа. Первые претензии, которые нам предъявляют при беседе с пользователями, собственниками, это если вы занимаетесь объектами культурного наследия, то почему бы вам не взять и отремонтировать мне, допустим, кровлю, поменять окна или что-то еще в этом роде. Но, к сожалению, в наш бюджет не закладываются такие средства на ремонт или реставрацию объектов, только если это не специальное финансирование какое-то. Департамент, в свою очередь, должен осуществлять надзор за содержанием, за сохранением, за использованием объектов культурного наследия. Ну и еще основной его задачей это является популяризация и охрана объектов культурного наследия. То есть мы полностью надзорный орган. Понятно, но вот тут у меня возникает вопрос. Например, пользователи – это люди, которые, получается, владеют, да, или живут в памятниках архитектуры, да. Для них прописаны какие-то вот условия. Например, если ты покупаешь часть дома, который это архитектурный памятник, да, какие для них есть, может быть, это больше вопрос к юристам, я не знаю, для них прописаны условия того, что они могут делать и чего они не должны. Да, мы даем им документы
документ, который называется «Охрана обязательства». В нем прописаны все действия и обязанности пользователя объекта историко-культурного наследия. То есть он должен следовать этому охранному обязательству и не наносить вреда объектам историко-культурного наследия. Еще такой вопрос к вам, Лана. А вот есть ли у вас база пользователей? Есть основная база пользователей, это пользователи особо ценных объектов историко-культурного наследия, либо собственники, в собственности у которых находятся объекты, которые недавно подвергались либо разрушению, либо изменению облика объекта историко-культурного наследия, то есть база именно собственников, с которыми мы недавно сталкивались или работали. То есть нет никаких проблем с тем, чтобы установить, да, вот кому принадлежит такой? Нет, возникают иногда проблемы, потому что нам нужно связываться с администрацией, чтобы уточнять полный список собственников. Иногда их несколько, иногда собственники не идут на контакт, даже если мы знаем их имена, фамилии, сложно идут на контакт. Все, спасибо большое, тут понятно. А вот очень важная была поднята тема о том, что правильно ли я понимаю, что в государственный бюджет никогда не вкладывались финансовые средства на реставрацию памятников и их поддержание? Или, может, я что-то не так поняла? Ну, требования госоргана по охране памятников должны быть выполнены пользователем в соответствии с нашим законом об историко-культурном наследии. И любые вообще действия, в то, что входит в наши полномочия по отношению к пользователю, должны быть также выполнены пользователем, так как они должны нам помогать в любых научно-исследовательских работах, они не должны препятствовать. То есть это что касается конкретно даже архитектурных объектов. Если мы приезжаем на объект, если нам нужна какая-то дополнительная информация, мы в любом случае тревожим пользователя. Но, как прописано в нашем законодательстве, пользователь должен идти с нами на контакт. Это все также прописано в охранном обязательстве. Это что касается чуть-чуть дополнений того, что сказала Лана. А также насчет того, что финансирование, к сожалению, именно госорган является, надзорным, то есть госорган по охране памятников является надзорным, а государство, к сожалению, не в силах сейчас, на сегодняшний день, восстановить, реставрировать хотя бы 1-2 объекта в течение даже 2 лет, я имею в виду объектов историко-культурного наследия, естественно. У нас нету таких возможностей, то есть у нашего государства в принципе. Однако в течение госпрограммы были восстановлены, за счет государственного бюджета были восстановлены памятники историко-культурного наследия, такие как Абхазский государственный театр, филармония, школа также, да. Но на нашей практике, пожалуй, это на сегодняшний день все. Опять же, мы понимаем это, что, конечно же, государство, если этот объект является историко-культурным наследием, должно охранять, то есть выделять какой-то бюджет хотя бы на кровлю, чтобы сохранить здание, потому что в основном, к сожалению, у пользователя объекта историко-культурного наследия всегда какие-то проблемы, либо у них нет возможности сделать хоть какую-либо реставрацию, например, покрыть крышу, чтобы памятник не страдал, либо замена даже окон. Бывает, что у пользователя нет возможности на это, а госорган предъявляет, то есть мы предъявляем человеку, мы говорим, вы должны обращаться к нам, вы должны сделать все в соответствии с архитектурно-реставрационным заданием, которое мы вам выдаем. Однако же у пользователей бывает, что нет возможности. Я поняла, тут возникает на самом деле замкнутый круг, то есть человек живет в этом доме и каких-то финансовых возможностей делать так, как это достойно этого дома у него нет, тоже сохранить те же рамы, какие-то старые. С другой стороны, государство, получается, тоже финансово не может в этом. И в этом контексте мы, конкретно наш госорган по охране памятников, мы всегда почти что за консервацию объекта, либо за частичную реставрацию. Я имею в виду, бывает, что у человека нет возможности заменить рамы, которые были в стиле модерн, они хотят заменить, залатать и сделать из них прямоугольники,
алкогольные проемы. Это, конечно же, не должно быть. Но у пользователя нет возможности. И в этом случае мы говорим, давайте мы вам поможем, может быть, мы напишем с вами вместе письмо, например, в администрацию, может быть, выделят какие-то средства на замену там проема и так далее. Но, к сожалению, есть такие пользователи, которые мы их неоднократно предупреждаем. Может быть, даже по факту мы приезжаем и подаем предписание, что да, вот мы узнали, что конкретно на объекте проводятся какие-то работы, что без каких-либо разрешительных документов, пока они не обращаются к нам и так далее, вы не должны работать, на объекте не должны проходить какие-либо работы. Однако же, у нас конкретно есть такие случаи, был и в Афоне случай, сейчас вот что мне первое пришло в голову, когда на объекте начинаются работы, а потом приезжают сотрудники госоргана, дается предписание, а по факту начинаются какие-то работы, и случайно здание или часть здания рушится, и потом его не в силах восстановить. Вот такие моменты, таких у нас много. Мы уже коснулись вопроса законодательства, упоминалось, что существует закон, но хотелось бы поточнее, например, понимать, вот основная проблема, которую мы видим, помимо того, что там меняют, видоизменяют, да, памятники архитектуры, самая главная проблема, что иногда их просто сносят, иногда их просто разбирают по кирпичам, как это случилось с санаториями Смитского в Гуль-Рипше. И я хотела бы узнать, какие наказания предусмотрены нашим законом за подобные действия. Вообще, действия или бездействия физических и юридических лиц в отношении памятников историко-культурного наследия, они влекут за собой уголовную и административную ответственность. Что касается штрафных санкций в соответствии с Кодексом об административных нарушениях, то они у нас минимальные, поскольку они высчитываются в МРОТах, это минимальный размер оплаты труда, МРОТ на сегодняшний день составляет 60 рублей. То есть, если физлицо нарушило законодательство в сфере историко-культурного наследия, именно уничтожила либо повлекла за собой порчу объекта историко-культурного наследия, то физлицо будет наказано в соответствии с нашим законодательством по минимальным размерам оплаты труда, то есть это, если назвать цифры, то это от 3 до 10 МРОТ. На сегодняшний день законодательство в этой сфере совсем не развито, необходимо, стоит задуматься над тем, соразмерны ли штрафы оценочной стоимости объекта, не оценочной, а страховой стоимости объекта. Но если касаться даже этой сферы, то нет никаких нормативов по поводу оценочной стоимости объектов историко-культурного наследия. Хотелось бы улучшить законодательство в этой сфере, но на сегодняшний день нет ни возможности это сделать, и много факторов, которые противостоят этому всему. То есть получается, что ты сносишь здание, и несколько тысяч рублей, получается, ты можешь заплатить за это, согласно, ты должен заплатить, даже если тебя штрафуют. Я все правильно поняла? Да, даже если тебя оштрафуют, если наступает уголовная ответственность, то, естественно, там сумма штрафов немного увеличена, но это тоже несоразмерно стоимости здания, которое человек нарушил. Либо наступает уголовная ответственность в плане заключения под стражу, но это... Этого никогда не было. Да, этого, во-первых, никогда не было. Вносили ли вы когда-либо предложение получается, об изменении этого закона, об его ужесточении? Не вы лично, я имею в виду. Конечно, в данном случае вносились изменения в парламент Республики Абхазия. В первом чтении закон был принят, но далее никаких продвижений не поступило. А еще я знаю, что существует проблема черных копателей, людей, которые проводят незаконно раскопки на различных археологических объектах, вывозят артефакты и предметы старины. Что закон предусматривает вот в этом случае? Я хочу немного вернуться назад, про страховую стоимость поговорить и отвечу на ваш вопрос тоже. На сегодняшний день в законодательстве у нас требуется определение страховой стоимости объектов по нашему закону об охране историко-культурного наследия. Однако по оценке недвижимости, по закону об оценке недвижимости, к сожалению, такого понятия нет, как страховая стоимость. Также в данном законе не содержится понятие оценка объектов историко-культурного наследия. На сегодняшний день объекты историко-культурного наследия оцениваются по рыночной стоимости
стоимости, существенно занижается стоимость в связи с тем, что не учитывается ни дата постройки, ни архитектор, ни историческая значимость. И в связи с этим ущерб, нанесенный зданию, при, допустим, том же определении наказания или определении ущерба, какой ущерб был нанесен объекту, невозможно точную стоимость ущерба выявить, так как рыночная стоимость, она существенно занижена, в отличие от оценочной стоимости объектов историко-культурного наследия. Мы проводили некую работу по разработке нормативов касаемо оценки объектов историко-культурного наследия, предложили их на утверждение в Кабинет министров, вот ждем ответа, примут ли они данные нормативы. Что касается законодательства в области черных копателей, так называемых, к сожалению, у нас идет обширная подпольная работа по поиску скрытых артефактов. То есть это объекты быта, объекты какие-то, которые находятся под землей. На сегодняшний день некоторое количество людей занимается черным копанием. И данные объекты, они вывозятся либо на черном рынке сбыта, продаются, перепродаются. И мы, к сожалению, со своей стороны законодательно в этой области не защищены, так как у нас не прописана ответственность за незаконную добычу объектов историко-культурного наследия. То есть этого закона нет? У нас закон для этого определенный, какой-то отдельный закон не требуется, в принципе. Для этого нужно внести поправки в действующее законодательство. Их не существует. Они должны быть прописаны как в законе об историко-культурном наследии, так и в Кодексе об административно-правовых нарушениях и в Уголовном кодексе. Другая проблема, которая также у нас существует, это охранные зоны объектов историко-культурного наследия. На сегодняшний день Что это такое охранная зона? Что такое охранная зона? Охранная зона – это территория, прилегающая к объектам историко-культурного наследия, на которой не может вестись застройка хаотичная, не может вестись какая-либо хозяйственная деятельность в зависимости от объекта. На сегодняшний день у нас указом президента утверждены 25 заповедников. Ни один из этих заповедников не имеет утвержденную охранную территорию, охранную зону. Что это значит? У нас даже были судебные процессы по этому поводу. Идет хаотичная, незаконная застройка территорий заповедников. На заповедниках, может быть, они на земле не видны объекты, но очень часто это какие-то скрытые объекты, это могильники, какие-то остатки храмов, строений каких-то. Они все скрыты землей. Таким образом, они и сохраняются на сегодняшний день. Мы можем таким образом их передать для будущих поколений. Но хаотичная застройка, которая не ведется на данных объектах, она полностью разрушает имеющийся культурный пласт, и мы провели уже работу по первичному определению охранных зон объектов, но пока они, к сожалению, не утверждены. Как мне кажется, Дана, вы затронули интересный и важный вопрос об археологическом направлении, да, вашей деятельности, если грубо говорить, можно так назвать. Прежде чем строить какое-то здание, любой объект, должна быть предпроектная археологические какие-то раскопки. Так это называется, Инал? Что вы скажете нам по этому поводу? Одним из приоритетных направлений Центрального органа охраны историко-культурного наследия является задача сохранения памятников Древней Абхазии, среди которых есть и руинированные, сохранившиеся древние городища, крепости, храмы, дороги, мосты и прочие сооружения. И для того, чтобы сохранить неучтенные объекты культурного наследия, именно археологических памятников, необходимо проведение предпроектных археологических работ, как вы сказали. Важной вехой в этом направлении стало принятие в 1998 году закона об истории культурного наследия,
26 статья которого как раз-таки предписывает проведение перед земляными, мелиоративными и прочими работами проведения археологических исследований. На данный момент центральный при определении земель, подлежащих выделению под застройку центральными органами государственного управления, указывается необходимость согласовывания проведения археологических изысканий в госоргане по охране истории и культурного наследия, однако же при проведении таковых же механизмов в районах и в других органах нижестоящих данная процедура, к сожалению, на данный момент не соблюдается. Мы работаем в этом направлении, несколько раз встречались с соответствующими структурами, которые определяют порядок внесения таковых изменений. И надеемся, что в ближайшем будущем, как и это происходит в других, к примеру, в других странах, и передовых, это, конечно, надеемся, что будет проводиться в ближайшем времени. То есть я поняла, что о чем бы мы ни говорили, очень часто мы приходим к закону, его совершенствованию или его несоблюдению, или необходимости внесению в него поправок, да, вот очень часто к этому приходим, но... Ну, Арифа, закон существует, на самом деле закон очень даже хороший, особых изменений в него вносить не нужно. Для справки скажу, что данный закон был переработан и основан на основании закона СССР об истории культурного наследия 1976 года. И как раз-таки этот закон прошел процедуру, значит, так сказать, рассмотрения в огромной империи. И те, которые положения в данном законе существуют, они были отработаны и очень даже хорошо работали. Другое дело, что, безусловно, нужно сохранять, соблюдать те правила, те статьи, которые указаны в законе. Ну, мне кажется, возможно, он хорош в сфере археологии, но однозначно можно судить о том, что когда ты, вот о том мы говорили об этом ранее, когда человек понимает, что ему максимально нужно будет заплатить несколько тысяч рублей, и ничего ему не будет от того, что, мне кажется, что в этой части закон точно плох. Арифа, это МРОД. Это проблемы есть и в МВД, там, допустим, условное наказание 10-20 МРОД. Из-за того, что МРОД давно не пересматривалось, существуют такие проблемы. Вот хотелось бы уточнить это у юристов тоже, вот конкретно по уголовной ответственности. Что касается уголовной ответственности в области порчи и уничтожения объектов историко-культурного наследия, то в данном случае штрафные санкции идут от 50 тысяч до 150. Если это касается особо ценных объектов, то в данном случае сумма увеличивается до размеров от 100 до 250. А, кстати, у нас есть вот список особо ценных объектов? Что касается списка объектов, которые являются особо ценными, он находится на стадии разработки и на сегодняшний день пока еще не принят. Мы затронули много разных тем, все они важны, и хотелось бы кратко поговорить и о другой, как мне кажется, интересной теме. Это о памятниках природы, там, о ландшафтно-парковом искусстве. У нас есть скверы, которым больше 100 лет, и о каких-то других вещах. Кто мог бы об этом рассказать? Ну, в отличие памятников архитектуры, памятники садово-паркового искусства, пользователями таких объектов являются все граждане, мы с вами. И поэтому мы за, чтобы в наших парках проводились какие-либо изменения, но, естественно, все должно быть согласовано с нашим госорганом. Например, если вот привести пример, сейчас в парке Принца Эдинбургского ведется реконструкция. Нам известно, что там заложены велодорожки, но при этом мы не можем себе представить этот парк без набережной, которая вымощена известняковой плиткой, без прекрасных уникальных прудов, водоемов на территории этого парка. Поэтому какие-то видоизменения мы, как сказать,
Мы приветствуем, да, но при этом должна сохраняться максимально историческая среда в этом парке, какие-то уникальные скульптуры, это могут быть какие-то водные объекты, это могут быть даже вот можно привести в пример, как недавно у нас был инцидент в парке «Сказка», были демонтированы по каким-то неопределенным обстоятельствам, были демонтированы телеграфные столбы, то есть такого не должно происходить. Уточним, что это были столбы индоевропейского телеграфа, проекта, который еще в XIX веке здесь был начат компанией Siemens. То есть это уникальный на самом деле. Да, и такого рода деятельность, конечно, не должна происходить, но при этом нужно понимать, что они все нуждаются в реконструкции, в ремонте, что мы не должны, мы против захламления парков и так далее, но если говорить в целом, хотелось бы, чтобы это была проблема не только департамента по охране историко-культурного наследия, но и в целом других госорганов, этой администрации, Министерства экологии и так далее, чтобы мы все сообща могли решать вот эти проблемы. Да, есть один вопрос, который, может быть, вскользь кто-то может об этом сказать, о проблеме качества реставрации, реставрации памятников, который тоже актуален иногда. Вот ты смотришь, вот я как обыватель, как человек, да, иногда смотрю на реставрацию, которую явно сделали не профессиональные реставраторы, а какие-то ремонтно-строительные бригады, и я понимаю, что лучше бы они не делали ничего, здание просто законсервировали, потому что здание ушло, вся его изюминка, уникальность, она уходит вместе с так называемой реставрацией. Нет системного подхода по решению задач вообще частичной реставрации объектов, либо полной реставрации объекта. И на сегодняшний день, к сожалению, в Абхазии вообще в принципе нету такой организации, которая занимается комплексной реставрацией объекта. То есть особенно это является тех объектов, которые являются историко-культурным наследием, потому что тут мы говорим о научной реставрации. Должен быть проведен большой анализ с большим количеством научной именно документации, а также и на сегодняшний день нету таких организаций. В основном на сегодняшний день в Абхазии такую проблему, что касается реставрации, решает обычная строительная компания, к большому сожалению, которая это в лучшем случае. Потому что в некоторых случаях это вообще просто какая-нибудь нанятая рабочая группа. Да, ну это как раз и видно, это то, как раз о чем я говорила, и это очень печально. Однако есть одна особенность по отношению к этому. Те организации, которые занимаются реставрационными объектами на территории, на объектах историко-культурного наследия, по закону об историко-культурном наследии, должны быть лицензированы госорганом по охране историко-культурного наследия. Пока этого не происходило, в прошлом было республиканское унитарное предприятие «Абхазреставрация», которое занималось занималась в то время, когда не хватали средства вообще на реставрационной работы, но тем не менее какую-то часть работ брала на себя. На данный момент существует такая некая проблема, которую надеемся решить в будущем. Готовясь к нашей встрече, зайдя на сайт Министерства культуры, я заметила хотя бы как минимум одну позитивную вещь. Я увидела большой список объектов, информацию по ним, более того, сосредоточены все они то есть какая-то геолокация каждого объекта. Мне кажется, что это уже проделанная, да, неплохая работа, которую вы уже сделали. Что вы планируете дальше, Шандор, и как-то вот в ближайшее время планируете делать в своем направлении? Может, я повторюсь, если не озвучивалась вообще цифра в 1535 объектов культурного наследия, это госсписок, который был принят и подписан президентом Республики Абхазия в конце 2015 года. Вот это основной список, но помимо этого списка есть еще список вновь выявленных объектов, на которых вот на эти объекты тоже распространяются те же ограничения, те же такая же сила закона идет на эти объекты тоже. То есть что значит список вновь выявленных объектов? Это список, в который входят те объекты, которые недавно выявили. Этот список отправляется главам администрации с подписью и печатью министра культуры, и
После этого эти объекты тоже стоят под охраной, можно как бы грубо сказать, что они тоже являются, порча, разрушение этих объектов тоже запрещена. Они преследуются законом Республики Абхазия об историко-культурном наследии. Дальше вот в процессе работы, как бы нашу работу можно разделить на две части. Может, кабинетную и полевую, можно сказать, потому что в рамках инвентаризационной программы, например, которая проводилась в 16-18 годы, мы включили и мониторинг объектов историко-культурного наследия. И что это означает вообще мониторинг? Даже не в рамках этой программы мы постоянно посещаем объекты культурного наследия, составляем учетные карты, это вот первичная документация. Что входит в список учетной карточки? Это название объекта, какого периода постройки объекта, локализация объекта, то есть GPS-координаты тоже вносятся в эту учетную карточку. А также мы на месте составляем акты технического состояния объектов, то есть что тоже в каком состоянии в настоящее время находится объект, он разрушен или, можно сказать, отреставрирован, какие-то части, может, отреставрированы. Также есть у нас паспорт объекта, однако не все объекты, далеко не все объекты имеют паспорта. Это неотъемлемая часть документации памятника, потому что в паспорте именно четко говорится, что является предметом охраны данного объекта. Может быть, фасадная часть является предметом охраны, а внутренний интерьер или какие-то уже утратили свою значимость, тоже там уже много было переделок, но есть, например, камин или другие части, которые также входят в объекты культурного наследия, и их тоже нужно сохранить. Вот эти моменты должны как бы четко быть прописаны в этом паспорте. Ну, есть еще много документов, которые входят в электронную базу данных, географическую информационную базу, которая была также установлена у нас в министерстве в рамках целевой программы вот в эти года, 16 и 18. Весь перечень этих документов тоже вносится в эту программу. Что такое вообще ГИС или геоинформационная система? Это перечень объектов, полный пакет документов, которые отображены в этой электронной системе, то есть в картографическом как бы основании, можно сказать. Их можно, каждый желающий может посетить наш сайт, зайти в раздел Департамента охраны историко-культурного наследия и ознакомиться с этой геоинформационной системой. Мы надеемся, что тем самым вот уже как бы делаем некую пропагандистскую функцию, которая также заложена у нас в основном законе об историко-культурном наследии. Вот что мы должны это рекламировать наше культурное наследие, объяснять людям, что это важно, сохранение нашего культурного наследия. Она является неотъемлемой частью нашей культуры, нашей самобытности. Подытожив этот круглый стол, я хотела бы, во-первых, вас всех поблагодарить. Я понимаю, что далеко не все было тут сказано, далеко не все проблемы освещены, но, по крайней мере, у нас появилось какое-то небольшое понимание о том, чем вы занимаетесь, с какими проблемами сталкиваетесь. И я хочу поддержать вас и отметить, что это не только ваши проблемы, не только ваши дела, это ваша работа, но это наша общая выгода и наша заинтересованность в том, чтобы сохранить все эти историко-культурные памятники. И очень важна просветительская работа, в том числе хотелось бы, чтобы была, например, переиздана книга Анзора Агума «Старый Сухум», из которой мы так много всего узнали о городе, в котором мы живем. Я думаю, что такие книги могут быть, кстати, в будущем написаны и по другим городам, по другим объектам. И самое главное, нас всех, тех, кто за это болеет, и вас, кто занимается этим вопросом, должно поддержать государство финансированием этих проектов для того, чтобы было финансирование на поддержание, на курирование, на реставрацию, на восстановление памятников архитектуры. И очень хотелось бы, чтобы был пересмотрен закон, возможно, ужесточен, возможно, что были приняты какие-то новые механизмы в законе, которые помогали бы вам регулировать все это. Я желаю вам удачи в вашем нелегком труде и желаю нам, чтобы мы действительно все вместе смогли сохранить наше историко-культурное наследие. Спасибо большое.